Часто слышим заявления недоисториков о том, что весь ингушский народ каким-то соседям когда-то что-то платил. Давайте посмотрим, кто как и кому платили дань. Но я, как всегда, буду показывать документы. Перейдем к документу под названием «Сборник сведений о кавказских горцах», выпуск 8, в которой написано следующее. Относительно чуждых народов, галгаевцы держали себя совершенно независимо. Так, например, несмотря на то, что в конце 18 столетия галгаевцы считались подданными тарковских шамхалов, они не платили им никакой дани, и зависимость эта была только номинальная. Если галгаевца убивал какой-либо простой осетин, то месть галгаевца простиралась не только на убийцу, но и на его господина или владетеля. Воинственность галгаевцев была причиной того, что соседние с ними племена нередко нанимали их, или платили им дань за защиту от других каких-либо враждебных соседей. И перейдем еще на документе «Кушева народы Северного Кавказа и их связи с Россией», вторая половина 16-30-е годы 18 века, которая написана. В перечне доходов дагестанского шамхала, которые исследователи относят к 15-16 векам, назван весь Мычыгыш как собственность шамхала. Писавший в 1720-е годы Гербер говорит, что чеченцы ранее платили шамхалам подати, которые состояли в малом числе овец и другого скота. В источниках 18 века отразились претензии шамхала на подати с ингушей, когда в конце 16-начале 17 века в Северном Дагестане образовалось сильное андерейское владение в соседстве с восточными чеченскими племенами. Эти племена попали в зависимость от Эндерей. В 19 век было записано чеченское предание о дани, которую легендарный предок чеченцев Тиновинь-Виз, сын Молкха, платил кумыкскому князю Султан-Муту, то есть известному по источникам конца 16 начала 17 век, эндерейскому князю. В 1650-е годы сын Султан-Мута Казаналын говорил об аварах и бычетизах, то есть мечкизах неясно, в узком или более широком значении, как о людях, которые ему послушны. И на докладе, номер 29, Комиссии по правам личным и поземельным туземного населения Терской области 4 октября 1865 года, номер 633, которой написано, что «На земле же князей Бековичей живут и пользуются ею первый жители аула Псидах, составившийся первоначально из надречных чеченцев и увеличенный впоследствии различными выходцами, по большой части самовольно поселившихся в этом ауле и платящих поземельную подать, Есак, князьям Бековичам, их по переписи комиссии 1863 года дворов 187. Второй. Ингуши, выселенные из Терской долины и поселенные на Кёскиме в 1861 году в числе 80 дворов и ныне дошедших более 200 дворов прибылью различных выходцев, по большей части самовольных. Они Бековичам Есака не платят за землю, и с семи последними при водворении на их землю ингуш не сделано никаких условий. Жалоба кабардинца о том, как им приходится обращаться за помощью к охране ингушей из-за набегов в Малой Кабарде. Ткачев. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Владикавказ, 1911 год, который написано следующее. В данное время никто не может ручаться за свою безопасность, что он сегодня или завтра не будет ограблен или убит ингушами. При таком положении нет возможности заниматься хозяйством. Я не перечисляю подробно все кражи, грабежи, убийства и другие насилия, совершенные ингушами в соседних малокабардинских селениях, так как это заняло бы слишком много места. Говорят, что ингуши народ преступный, я далек от мысли, что нет преступных людей среди кабардинцев, но смело могу сказать, что если не все ингуши совершают кражи, разбои, грабежи, убийства и другие насилия, то поголовно все они являются укрывателями своего преступного элемента и добытого этим элементом путем преступления имущества, так как не было случая, чтобы они выдали преступника или украденное им, даже в тех случаях, когда на виду всех преступник скрывался в их селении или след целого табуна лошадей пригонялся в селение. Мало того, ингуши держат в терроре всех крестьян-хуторян в Малой Кабарде, вынуждая их держать караульщиками ингушей. Так что мы выяснили, что ингуши некому и никогда не платили дань. Те, кто утверждает, что ингуши платили дань, эти люди являются распространители обмана. Так что, как всегда, ваша ложь обречена на погибель.